Здравствуй, великий, здравствуй, могучий, здравствуй, любимый русский язык. Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Ребята, а чему мы учимся на этом уроке? Грамотно и красиво писать, правильно выражать свои мысли, давать полные ответы. Учимся думать, слышать и понимать. Минутка чистописания. Откройте тетради, запишите число «Классная работа». Ребята, как вы думаете, какая буква лишняя? Правильно, У, так как она обозначает классный звук, а все остальные согласные. Какие это согласные? Звонкие, глухие, парные. В алфавите пара есть, и у нас всего лишь 6. Верхний ряд всегда звенит, нижний тихо говорит. Давайте вспомним парные согласные. ПП, ВФ, ГК, ДТ, ЗС, ЖШ. В слове поезд слышим звук Т, пишем букву Д. В слове таз слышим звук С, пишем букву З. Как звучит парный согласный в середине слова перед глухим? Лодка. Слышим звук Т, пишем букву Д. Ребята, запомните, звонкие парные согласные на конце и в середине слова перед глухим согласными соглашаются. Написание парных согласных нужно проверять. Проверка правописания парных согласных в корне слова. Первое. Изменить форму слова, чтобы после парного согласного появилась гласная. Груз, грузы, сугроб, сугробы. Второе. Мысленно подставить слово «нет». Флаг, нет флага. Мороз, нет мороза. И третье. Подобрать однокоренное слово так, чтобы после парного согласного шла гласная. Ножка, ноженька. Лапка, лапочка. Задание. Вставим пропущенные буквы. Назовем проверочное слово. Юбка, юбочка. Дудка, дудочка. Блузка, блузочка. Что изображено на картинке? Морковь, хлеб, пирог. Какая орфограмма встречается в этих словах? Парные согласные на конце слова. Давайте подчеркнем парные согласные. Молодцы, ребята. Подчеркнем слова с парной согласной. Молодцы, ребята. Ребята, давайте вставим букву. Обед, книжка, березка и носорог. Молодцы, ребята. Откройте учебник на странице 82. Упражнение 185. Сравните слова. Плод, плоты, пруд, пруты, лук, лук. Плод – это часть растения, развивающаяся из цветка. Плод – это скрепление из нескольких рядов бревна для сплава по воде. Пруд – это водоем с непроточной водой. Пруд – это длинный металлический стержень. Луг – это пространство, покрытое травой. Лук – это огородное растение. Задание к упражнению 185. Спешите, вставляя пропущенные буквы. Ребята, домашнее задание. Открываем страницу 83 и упражнение 187. Ребята, надеюсь, что вам понравился этот урок, и я вам желаю солнечного настроения. До свидания.